О перспективах развития физкультуры в Северной Осетии говорили в Институте повышения квалификации работников образования. Вице-премьер Рустем Келехсаев, министр образования Алан Агоев и министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Хасан Бароев встретились с педагогами школ. Организаторы обозначили ключевые задачи, которые стоят перед работниками этой сферы. Среди них создание национальной системы воспитания здорового подрастающего поколения и дальнейшая модернизация системы физвоспитания. Вопросы внимания к самим педагогам, к учителям, вопросы их повышения квалификации, вопросы их аттестации, методической поддержки выходят сегодня на первый план. Я хочу с большим удовлетворением отметить, что такое мероприятие у нас проходит впервые, и то внимание, которое сейчас мы уделяем непосредственно учителям физкультуры, здоровью наших детей, использованию здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, позволит говорить о достижении тех ключевых показателей, о которых мы говорим. Не обошли стороной и проблемы. В частности, говорили о нехватке в школах спортивного инвентаря. Пугает и процент детей, освобожденных от занятий физкультурой. А замдекана профильного факультета СОГУ Владимир Ларионов поднял вопрос заработной платы. В среднем по республике учитель физкультуры получает 10 тысяч рублей. Многие меня знают, многие мои ученики сидят. Я вот прослушал относительно внимательно доклад, который был у нас первоочередным. По окончании круглого стола участники приняли резолюцию. 16 обязательных пунктов, среди которых повышение квалификации преподавателей и мониторинг состояния здоровья детей, предположительно помогут усовершенствовать систему физического воспитания в республике. Наталья Косторнова, Артем Балатаев, Заур Целов, Осетия ТВ.